Сегодня мы приехали в Уркусту. Уникальное место. Вообще, я здесь вообще первый раз. И это просто невероятной красоты место. Я понимаю, почему люди так гордятся, что они из Уркусты. Уникальное место. И сегодня мы приехали на интересное мероприятие. Молодежь, джимат собралась для того, чтобы почистить, привести в порядок, почистить башташи этого Кабрстана, мезарлык, где, в общем, ханских времен еще. Это очень старый мезарлык. Каким-то чудом он уцелел, то есть его не раскидали, не растаскали. Ну, он, конечно, побитый, в ужасном состоянии, но Кабрстан на месте. То есть на этом месте ничего не построено, нет никаких построек. Поэтому так. Ну, статус этой земли никакой, то есть нет никакого статуса, но уже, насколько я понимаю, сейчас пробурились лунки, сделаются колышки, и для того, чтобы уже было понятно, что это вообще за место, да, чтобы люди, которые приезжают, которые уезжают, понимали, что 500 лет назад, там, 300 лет назад здесь уже хоронили крымских татар, то есть это место, по сути, ну, понятно, что это за место, да. Вон башташ лежит. Сейчас будем подходить к башташам и читать, что на них написано, что это значит. Возможно, прочитаем даты тех, кто лежит. В общем, будем сейчас с этим делом разбираться. По плану, да, сейчас вообще что делается? Вот ты сейчас делаешь лунки. Это забор будет или что? Что планируется? Лунки, мы бурим лунки для того, в общем, будет 6 лунок. Двухметровые квадраты 25 на 40, они вот эти таблички, сейчас я покажу. То есть вы таблички, да, обозначите? То есть забора не будет никакого, да? Забора нет, забора не будет, это будет исключительно обозначение, что это старое мусульманское кладбище вот такие. Такой же один мы сделали на Сейтнафе Джаме, он Бакши района находится, вот как уже повесили его, а это чисто под вот эту тему. Металса, бугун. Лайлсон. Салон. Размеры получается вот там, где первый, да, столб? Вот я туда прошелся. Вообще картлар айтқаннан көре мезарлық андан башланайды. Бірінші павод. Бурулыш есть, оттуда. Но некоторые говорят, что вот отсюда, а там мезарлыка нет. Но мы это уже проверим после того, как только кустарники уберем, стянем мох. И уже если башташтар шықса, анда уже, соответственно, мезарлык там, как картлар айтқаны gibi. А вообще вот башташи читали? Есть какое-то понимание, какого времени, возраста? Что вообще картлар говорят? Какого времени это Кабрстан? Эски, вообще, вроде бы, как бы говорят в народе, сами уркусталылар, это мырзалар мезарлығы. То есть именно здесь мырзалар было. Ну, понятно, да. А время, с каких времен? Ну, судя... Таких точных расшифровок по датам нет, но около 300 лет, если не больше. Если не больше. Это точно мы узнаем уже после того, как мы сейчас зафиксируем, очистим башташи, несколько специалисты переведут, и там уже будут даты, видно, с какого по какие года. Оля. Кабрстан очень старый, ханских времен. Сейчас джимат, молодежь собрались, чтобы навести порядок. Ну и как-то придать какой-то визуальный хотя бы статус этой земле. И уже, чтобы как бы было понятно и видно, что здесь Кабрстан, здесь башташи. И сейчас попробуем их расчистить и прочитать, что на них написано. В общем, такой план. Пока что сейчас идет такая первичная уборка. Люди убираются. Вот. То есть получается вот территория, если убирать с дороги, то есть примерно вот такой вот квадрат. Вот это вот Кабрстан. Сегодня, несмотря на погоду, люди собрались и работают. Вот, смотрите, что такое. Вот этот башташ, который мы нашли, там 33-й год. Пошли, там дальше есть башташ, он прям четко на нем все видно, то есть он хорошо сохранился. Ну давай вот этот вот посмотрим. Так, это получается вот это, да, башташ? Да. Но он, по идее, целый. Тут у него немножко, да, сверху не хватает. Ну вот видишь, здесь вот 33, а какой год? Вот это вот обломано.
Ну, вот здесь понятно, написано Рухуна Аль-Фатиха. Мархум. А вот здесь имя, вот Джалиль, Бен, и вот это имя, ну, Отца, скорее да? всего, Ахмед, наверное. Судя по всему. Вот. То есть вот здесь дату нельзя прочитать, да? Ну, Поломанную. дату нет. А пойдем вон тут посмотрим, он прям хорошо сохраненный. Он вон там перевернут. Хотя он тоже, наверное, половинчатый. О, вот этот красивый. Да, он, видишь, он половинчатый. Но, видать, верхушку вот так вот сломан. Давай пойдем туда поближе. Если так, то вот здесь уже влаги побольше. Ну да, вот в верхушке, да, наверху же обычно дата пишется. Ну, даты нет. Ну, вот этот очень красивый. Смотри, получается, верхняя часть сделана как... Это, скорее всего, мужская. Это головной убор, думаешь? Ну, похоже. Но если здесь Марзалар, то есть у них социальный статус был определенный. Потому Тоже что не- вот головной убор им всем не ставили. Даты я не вижу целевой. Даты я не вижу. Но здесь тоже, вон, видишь, обломанный. Али. Сиран. Вроде бы Али Сиран. Ну, вот здесь написано Мархум. Это женское. Это бинт. Это, скорее всего. Женский баштаж, да? Да, похоже на женский. Он прям вкопан, да? Он вкопанный, я экран пошатал, но там где-то полметра точно түнде. Но он тоже, видишь, сломанный. Сынған ве өзінің жерінде, қайсы жерінде. Вот абы я чуқур, насыл чуқур. Бірсі қазған не болған. А может быть, ну, по идее, вот так. Селямата. Нормально? Не смог вот это. Вот там мы как-то были, и там тоже өзінің жерінде, по идее, тура қабыр. Угу. А так в основном просто где я был, Такая форма, кстати, неправильная. Крупные. Нет? Это может быть или совсем баш, или туловище. А нет, вот он походу стоит. Да? Да, он походу стоит. Потому что тут все нету вроде. Думаешь? Ну, он же так вот нет? так. Давай меня же будешь делать? Нет, на тебе. Давай вот эту часть. Может брызгать? Маленький. Хорошо очищается, да? Они прям белые становились. Она была зеленая. Они зеленые были. Она была зеленая. Просто белеет. А твой дом предков вот это вот напротив, да, дом? Да. А ты что-то знаешь про него? Про дом? Да. Конечно. Тут еще один был дом Шакира Харба и моего Харба, Таир Харба. Вот эта пристройка, а сзади прям стены.
Все до сих пор стоит, там где беташка родилась. Вот эта вся территория до низа тоже. Хуйлар там. Конечно. Но Он жилой сейчас дом? судьба нет, в аварийном состоянии. Там раньше крымские татары жили. Он более или менее был, ну, в ладу. Сейчас он в аварийном полностью. Уже. Ну вот я сейчас узнаю, кто вы там хозяин. Они поделили территорию на несколько частей. В общем, вот. Такой принцип. Но он вот красненький почему-то. Я не знаю почему. Красного мог покрашен быть? Он был покрашен, скорее всего, да. Вообще, когда кухня есть, всегда нужно ближе к кухне находиться, да? Так, что сегодня готовим? Кто шеф-повар? Быстро. Давайте вместе станьте, чтобы я камеру не мотал. Так, готовим традиционное уркустинское блюдо, я так понимаю, да? Однозначно. Так, как Как называется? Рудем сказал, мясо будет как тушеночка, да? Ну, Рудем разбирается, судя по всему, в нюансах. Поэтому это а-ля казан-кебаб, наверное, будет. Ну, похоже, похоже. Ну, как может быть как бы объединение людей без кухни? Это же невозможно. 100%. Да? Да, Рудем? А? Сегодня национальное уркустинское блюдо же, да, ожидается? Да, вроде того, да. Название есть? Казан Только кебаб. честно. Давай без отрыва от остального народа. Казан кебаб чисто урксталлар япалар. Я шесал. Да. Ну, мясо верблюжье, наверное, да? Нет, здесь много сурков водится на дороге, да. Все понял. Ну, илял, да? Филиал, мутлах, мутлах. За этим толяром, наверное, еще родители, да, уроки делали? За столом. Замечательные соседи, которые во всем всегда помогают. Там Бзимкелер, да? Да, Судя по Бзимкелер. крыше. У него, кстати, он там делает веранды, здесь такая красивая с видом на горы, для ифтаров, мини-кафе. Машалла. такое. Вот этот же дом, да? Да, да, да. Вот где? Я просто на него посмотрел. Думаю, это что за оранжерея такая? На нем еще, представьте, была черепица. крымская А, татарская. это прям старая постройка вот эта вот? Это пристройка, я думаю, что старая, потому что на ней была черепица изначально. А. Но оригинал дома, он чуть дальше, нужно будет пройти. Ну, это что за посмотреть. дом? Это дом каменный, это дом моего Таир-Харба и Хатиджи-Бита. Таир-Харба был учителем в школе в Уркусте, и в 1937 году его репрессировали 16 апреля 1937 его расстреляли. Вот. Учителя, да? Да, учителя Ну, Хатиджи-Бита, ее, соответственно, тогда отправили в Тавбадрах, как жену репрессированного семьей. И когда началась Первая мировая война, они смогли вернуться вот сюда в дом. И Ну, вот вторая, наверное, мировая, да? Вторая мировая, да, уже началась. То есть 41 год, Великая Отечественная, они возвращаются в этот дом. Это вот это оригинальный дом. Да, вот Халан Мана Немелеров Корис. Это магаз, получается, да? Магаз там ниже, нужно будет пройти. Но если хотите зайти в дом, это, конечно, история такая. Можем отсюда глянуть. В Уркусте было два типа домов. Те, кто мог себе позволить, привозили камень. Они строили каменные дома. Те, кто более или менее не жил так хорошо, они строили себе, плели дом из дерева, из кызылчуха. Вот. Вот такие вот стены. Можете посмотреть. Да. Тут, конечно. Эти стены нам Конечно. знакомы. Но, конечно, состояние... Вот в 2010 году еще состояние было хорошее дома. Ну, То есть 10-й год, это уже сколько лет жили, прошло? да, жили крымские. А судьба этого дома какая? Вот депортировали, потом здесь кто-то жил. Депортировали. Здесь больше никто не жил. Поселили, по-моему, какую-то русскую семью. Так. Но мы уже не знаем, кто здесь жил именно после депортации. Когда мы вернулись, Битам Манда Кельгенде уже татарлар Манда Яшайдали. Они купили этот дом. Они уже купили этот дом. Они пристройку сделали, но они и разрушили. Тут был дом еще один Шакир Харба. Вот он был из плетенки, он тоже был уже такой аварийный. Вся территория, она пролегала до низа, до Хазых-Хая, по-моему, если не ошибаюсь. Хазых-Цу. Она как речка, что-то такое. Вот. Можно даже увидеть, что плитка. Вот. Здесь была оба плитка, сняли, приехали, забрали эту плитку кто-то, черепицу. И, в общем, Черепица с дома, да?
черепица с дома, да. Она была здесь и, видимо... Второй этаж это, по-моему, тоже пристройка. Слушай, ну это большой дом по меркам этим. Это большой дом. Здесь на втором Это этаже, чё? точнее, вот магаз внизу, и на первом этаже Яфур Мустафа есть такой у нас Робин Гуд местный, уркустинский, который уходил в горы, Да. приходил сюда за пропитанием в горах, и однажды он на втором этаже, оказывается, оставался у нас. Ну, это такая вот, не знаю, легенда, байка, да, семейная. И получается, что Харбам говорит, мы Явуру Мустафа положили на втором этаже, а там, говорит, он ястыхтыбынде сандык, алтынен сандык бар, не пойдемыз деп. А раньше как? Пол, был потолком, да, получается, магазы. И слышит это все Явур Мустафа и говорит, утром уже, поспал, все, позавтракал, выходит, берет одного, оказывается, хойун, и говорит, говорит, ма керек месен алтынларыма, ашамаға бір қойын олса яхшы, и уходит в горы, в общем. Такая вот история. Вот. Явур Мустафа, говорят, вот был наш Робин Гудом. Но он что, он грабил богатых и... Да. То есть он, получается, дедушку твоего грабил? Нет, он не ограбил. Он уркустинцев, кстати, не грабил. Он именно их не трогал. Но говорят, что это была настоящая фигура. Ну, как разбойник, да, он был, Да, по большому да. счету? Как Али Майдамах. Как Али Майдамах. Ну, Али Но потом Майдамах уже это... вокруг него, да, легенда. Это уже эпос. Да. Вот это, скорее всего, тоже старые фруктовые деревья уже То есть, полностью. получается, участок шел вниз прям до речки, да? Да, Довольно-таки да. далеко, до И большого там участка. была огромная яблоня, на которой был саланджах, вот моя биташка еще там, саланаида, но его вырубили. Настолько он был огромен, что его там 5 людей не могли вместе схватить вокруг. И по несколько тонн яблок давал. То есть Уркуста сама по себе это было такое место, где росли яблони, фруктовые деревья, тютюн, очень Здесь много тоже было? орехов. Да, очень много. А вообще Явыз. чем село жило? Это вот получается фрукты, да? Вот такая? Алма-армуд, да, алма-армуд, хойюнжилык, тютюнжилик, в основном тютюнжилик. Что еще? Настолько было, что привозили сюда рабочих с юга, с Херсонской области. Да, украинцы работали. Оларға фрося деп, олар келеді сезонға. Сезонға чалышып, бүтін армудларын, немелерін алып кетіп, анда кетейділер. Потом приезжали еще помогать. И вот у Харбашки было очень много работников, но он никогда их не... как раньше было, никто не считал там своих работников там, прислугой или кем-то. Все на одном уровне были. Очень, конечно, были интересные моменты, связанные с этим домом. Очень жалко, что в таком состоянии. А кто вот крымские татары, которые здесь жили, ты не знаешь, кто это? Я знаю заочно. Вот они продали дом, уехали. Но они тоже уркустинцы? Нет, они не Они уркустинцы. случайно здесь оказались, да? Да, да. Уркустинцы здесь несколько семей, кто именно уркустада, но олар анда яшайлар, башка ерде. Мында бізім типа комшуларымыз, да, олар мында яшайлар, ама олар да уркусталы дегіл. Сколько здесь семей вообще сейчас? Не могу сказать, но я знаю около 4-3 точно. Наверняка больше. Но сюда же раньше вообще не пускали. Это была запретная территория. А там табличка была зона, санитарная зона. Да. Но это сейчас уже не так, конечно. Но тут была, во-первых, тут кордон идет, Бахчисарай-Юлга. Еще немцы строили эту дорогу кордон. И при Крымской войне Уркуста было ключевым местом. В общем, стратегический узел получается. Да, который соединяет Бахчисарай и Севастополь. Поэтому здесь, конечно, здесь очень интересно. Это один из больших самых было поселков. И когда была советизация, поселок был настолько большим, что его на 2 колхоза поделили. Не на 1, а на 2. Колхоз Кирова и колхоз как-то еще назывался. То есть в разные центры относилось все. Вот это Добруджа Хаясы. Тоже не знаем, почему Добруджа. Добруджа Хаясы, да. Анда Кевсер, яда Кельсе Баирбар. Вообще здесь тавры, готы. Это вот их местность была. Топонимика, она, эти названия тоже интересные. Монтотар, речка Бунука, Бучуни. Это о чем-то говорит. Эхо прошлых лет. Да, о чем-то говорит. И антропология. Речка? Да, речка. Здесь у нас 2 главные речки протекают, а это Хазых Су, по-моему, если не ошибаюсь. Мджамайт Ханеда.
Там Вы карту водопад еще готовили? какой-то, говорят. Что это за водопад? Водопад, это козырек сейчас его называют, Суатхан Хоба. М. Это вот чуть-чуть дальше, Фатма Хоба, Баранда, Вешан Хоба. Первые люди Крыма, говорят, останки там найдены. А Суатхан Хоба, он такой, как козырек на самом деле. Он такой, как козырек. И сверху течет речка. И когда во Второй мировой войне была бомбежка села, многие туда бежали прятаться, именно в Убежище, этих Хобалар, да. Но это очень красивое место. Его козырьком сейчас называют. И вот эта дорога, она именно туда ведет, на эту местность. Вот, нет, по-моему, не это. В общем, Это ж- здесь, ну, это- здесь был еще дом, да. Вот Ринат Ага, который сосед, он здесь с 92-го года живет. Он может, конечно, больше рассказать про судьбу. У меня вообще такое грязненькое. Мы заходили, вот была еще такая дорога здесь, проходила, и я помню, в 2010 году она мне сой сопларамызген, я ваш махайто он здесь. Да, здесь и Черепичка. черепица тоже, да. Мы вот так пирамид. проходили. Философу. Даже тогда хуюдан суечто. Вот так. Ну, такая планировка интересная. Оп. Да, я все вижу. Это пристроенная часть. Это, наверное, новострой, да? Все-таки. Вот это пристройка. Вот это пристройка, а вот сюда мы пойдем. Сейчас я попробую. Угу. Вот эта стена уже все. Она видно, что это Керлин сошла. Я даже покажу, где моя биташка, в какой комнате она родилась. И у нас в каком состоянии, конечно, все. Вот здесь вот дымоход, вот в этой комнате она родилась. Там, где вот да, Немеден, Магаздан, оттуда Да, с да. печи наверх идет. Здесь ласточки на еще гнездо да. И сколько здесь? Так она в этой комнате родилась? Да, да. То есть вот здесь был очаг? Там, где был, да. Тут еще была дырочка, но они заделали ее, потому что прибили потолок. Магаздан, там вот фурен, оттуда шел наверх, Да, да, да. получается. Ну, интересно, что фронт в магазе был, да? Да. А внизу Ну такая. да, в этом доме. Это еще тоже старая часть, потому что по стене можно. Да, толщина стен, Определить. конечно. Ну, комнат много достаточно. Да, большой дом, большой. Да. Еще магаз был большой, достаточно. Вон еще одна печка. Но это, скорее всего, как советская уже, да? Вот слева, внизу. Нет, это мне даже кажется не то, что печка, Вот, а вот. опора. А, вот это? Не знаю. Ну, я думаю, да. Возможно, это советская история уже. Да, да. Надо по толщине смотреть стены. Так. Фурун же раньше делали таким каменным, по-моему. Ну, здесь стены, видишь, Здесь тонкие. уже все, да. Но вот эта штука, она мне напоминает, что как будто бы вот Старая, да? старая, да. И до какого года здесь люди жили? Без лет? Ну вот мы в 10-м, когда приезжали, они еще жили. А когда в 21-м я приехала, они уже лет 5 не Ну, жили. это уже То памятник есть, современной ну, архитектуры, Да, да? это да. Еще есть второй этаж, там тоже очень такой... Тут красивый вид открывается. на Ну, самом судя по деле. всему, они не бедные люди были, да? Кто купил, ну, кто этот дом купил? Да. Вот это вся была территория. Сейчас она разделена. И вот там вот дальше чуть-чуть можно эту речку увидеть. Казахсозина, которая питала эти деревья. Ну, Да, в вид, Уркусте конечно, так, ты интересный. мог жить в одном месте, а твоя, как бы, твоя земля и там, где у Да, тебя там что-то надел твой. взращивается, да, оно в другом. Ну, это так часто и было. Да. Самое интересное, что да, что в Уркусте тоже были лагапы, и... А на второй мы забираемся с той стороны. Сейчас мы... Лагапы, и только у 2 людей не было лагапа. У вот моего харбашки, потому что был Оджа, видимо, Боялись, да? и у имама. Ну,
и Ну, и мама. мама уважаемый. по-любому была, а просто не говорили. Вот там интересно, там закрыли, по-моему. Сейчас На второй этаж где был в подъем? подъем на второй этаж, он вот там вот мы его прошли, мы можем сейчас обойти опять туда, в ту сторону, и посмотрим. В общем, это на базе старого дома достраивался новый дом, да? Достраивался новый. Я уверена даже, что здесь, ну и вид был совсем другой улиц, и еще же были дома. Вот эта Да. вот вся улица называлась Мурзалар СРС. То есть Мурзалар женили детей, строили дом. Женили детей, расширяли, да. строили дом. Так, идем. Да. Подъем на второй здесь был. Ну, это то, что они достроили. Здесь видно, что А он изначально двухэтажный же был, да? он двухэтажный был. То есть здесь был изначально подъем тоже? Как будто вот это все новострой. Нет, вот это новострой, а там дальше тоже. Вот это вот все наверху, которое. Да. Это все новострой, правильно? Да, там тоненькие. Ну и крыша там видно, что крыша уже такая по новым этим сделана. Да, потому что дом шел здесь вниз. лестница, да? Еще же магаз, да. Была лестница. Здесь интересно. Но тут балки тоже интересно. Я не могу вот понять. Но это понятное дело, что это современное. Но тот, кто достраивал, явно что-то знал об архитектуре крымских татар. Потому что Ну просто и так. А магазы хую с той стороны, они тоже в таком. Здесь на территории 3 хую. Уч-хую бар. На территории дома. Да, вот двора. Угу. А хую считалось, как бы, тот, кто имеет хую у себя во дворе, бай олга. Ну, почему-то в Уркустада уйле. Хотя Уркуста не сильно страдает от отсутствия воды. Как бы. Внутри это, мне кажется, много. 3. Ну, то есть, значит, Почему? это местность богатая, значит, водными Жене, себе и детям. ресурсами. Да, жене себе. Всем Ну, остальным. это же был предмет понта тоже, ну, по большому счету. Ну да. Ну как? Ну, это же понт. У меня дома 3 этих источника, ничего себе. Но сейчас их разрубили, поделили между собой кто-то. А сейчас есть эта вода? Да, да, бар. Ну, он зарос. Блин. Хую же бахал магансон. Там вода течет? Там есть вода, но зарос этот сам насал айталарога. Он от бога за. Угу. Я, onu temizlemeye gerek, bakmak gerek. Как-то тоже мне рассказывал кто-то из жильцов Курушевге, Кельды Бархарба, Уркустала. Угу. И поехали они вот к кордон Тарафында. Вот это Хурбичит это очень хорошо рассказала бы. И он говорит: балам, мында бір озенчик бар еді. Хана берчи мага. Лом, что-то у них, короче, с собой было. Они, в общем, чистят, и потекла вода. Озенчик. Он просто взял, почистил его от сорняка, и водичка потекла. Так, мы сейчас идем к хую. Машех. Ну, вот это кирпичное все, это уже пристроено. Это пристройка, а магаз Деливерга вот здесь, сейчас вы увидите его. Вот это хую, поэтому махайта у нас. А вот здесь магаз. Вот он. Вот эта нижняя часть, это очень большая. Нижняя часть, она там. Так, вот здесь, да? Это вот, магаз? Вот, та. Вот, видите, где пилит Ага, Ахаджи? да. Но вот наверху деревянно, это же пристроено Это уже. пристроено. И этаж пристроен, соответственно. Правильно? Этаж, Весь этаж. Я не могу сказать. Ну, скорее всего. По толщине самой стены думаю, что это пристройка. Потому что видно. То есть это был двухэтажный магаз, а потом как бы второй этаж, да, как у европейцев сначала. Ground floor, потом first floor. Но в магаз я вообще туда не захожу, потому что он совсем в аварийном состоянии. Все, да. А хую это один из, да? Вот таких? Это один из самых Это крупных. было он, просто он дорого. вот такой. Это было дорого, поэтому люди и считалось это престижно у себя иметь. хую. Да, но тут, если бы было бы видно, камни, которые обрамляют Да. его, они прям очень крупные. Ну и как их сюда доставили, как их
туда просто уложили. Не, ну были специальные люди, которые работали с камнем. Были, это но нормально. да, но Это нам непонятно, потому что мы далеки от этой темы. мастера, да. Дальше тоже есть несколько, но там уже частная территория, вот там где такая избушка. Мгм. И вот чуть ниже было это Алматы-Рега, Армут-Рега, Алматы-Рега, фруктовое дерево, которое... вот Наверное, мы армут, видели. потому что они очень долго живут. Беком армут. Ну, видимо, там пенек где-то должен быть и остаться. Они-то его не выкорчевали, но... Представляешь, да, вот так живешь, у тебя дом с выходом на речку. Угу. Неплохо. Такой шум воды, мне кажется, это... Да. Получается, вот этот все это их земля. Вот да, речки, да. И дальше туда Ханчаирлар тоже говорят, что их была территория. Еще сейчас есть озеро, водохранилище искусственное. Там раньше были Бахчалар, Мордвинов Бахчалара. Там тоже у многих были свои земли, там росли яблони, в общем, эршей. Но потом его затопили, сделали из него водохранилище или что-то там. Здесь очень большая территория и много интересного вообще. Вот в 27 году здесь стояла джами, Аджифета Джамисы. И в 27 году было землетрясение в Крыму. И по архивным данным мы узнаем, что джами была разрушена. Именно землетрясение. Землетрясением, да. То есть это год, когда моя биташка на Джейбитам до Голган ела. Затем ее перестраивают. И по архивным данным вроде бы это Отар Малесы Джамисеола. И затем уже в 44-м, вот в те года, ее разрушают. Битам айтайда, битам мына келгенде рахметле. Она говорит, анда балам мурзаларнын джамисы бар еді. Кем анда бурдуа окуйм. И она пошла, показала им джешки, где находится джами. А так мы думали, что только 2 джами в селе. Два джами. Это Орта джами и Сейт Нафе, вот там, где сейчас тоже в полуразрушенном состоянии. Это чуть ниже. Оказывается, 3 джами, да? Ну, Оказывается, 3. Ну, Мурзалар, наверное, там не просто так же говорили Мурзалар Джамиса? Или они построили? Не, они его? построили. Скорее всего, построили. Был Аджифета, Аджилардан. Мгм. Причем в Иркутске очень часто, в Иркутска очень часто слышно вот Сейд, Яя, Сейд Яхуб. И это сейчас вот многие называют там Сейд как-то. Да. А тогда это нужно было как заслужить. Это на самом деле Сейд Лерден Кельмек Керек. Это интересно. И еще Аджи. Вот меном битам Аджи Фатиме. Это моя пра-пра-пра-бабушка. Аджи Фатиме. Демеки о Аджи Лахабарда. Ну да. А о вахат от арабасына минуп, ну это поехать. Там на Аджи полгода, на года люди уходили. Это серьезный был Да. поступок. Процесс идет? Процесс идет. Скоро будет уже. Вкусное. Аля, как я говорила. Вообще хазан-кебаб начинали готовить. Вообще хазан-кебаб, но это а-ля хазан-кебаб. Это хазан-кебаб по-уркустински. По-уркустински. Вообще просто добавляйте по-оркусински и все, там уже никто не докопается. Да, 100%. Картлар, айтхан, это бізлере. Нам еще сегодня погода помогает очень. Погода, Иногда, как конечно, пишет дождик. книжка. Конечно, иногда дождик идет, но Ты по сторонам посмотри, ну, вообще здесь без дождя, по-моему, вообще не бывает время. да. Я вообще здесь была удивлена, что в центре города дождь идет, а здесь не было. Это так периодически эпизодами. Вот у нас здесь помощники есть. Мы уже видели. Ой. Все начинается. Мы недавно узнали, что на Гитафесте, что мы четвертое колено. Да, четвероюродные сестры в Иркутске. Да, но на самом деле у нас не было такого деления на колено. Все были родные, потому что время тяжелое. Много чего испытали, пережили. И все друг другу помогали.
поддерживали. Вот, и много в семье упоминалось о Воркусте. Нас сюда, меня вот привозил гаишка. Мне лично рассказывают, что Шакир Харба был шахаджи, Да, и они с Тайр Харба постоянно как Биба и Боба вместе. Ой, там очень много этих уркустинских слов. Например, Харбашка всегда добавлял ла. Нет, пасмла. Напасмла. Потом, что еще? Олежня, что-то такое, да. Принципиально Ну, разговаривал а на ум и на типа вот такие слова, да? на крымско-татарском. И нас, у него была своя система воспитания. Когда нас наказывали, мы были виноваты в чем-то, ставили в угол, нас никогда не били, никогда. Ставили в угол и выпускали только тогда, когда мы до 100 досчитаем на крымско-татарском. Такая система воспитания. Ну, видно, что преподавательская система. Да. Харбам, Медат Харбам, у него было 2 братьев, Касым Харба и Риза Харба. И сестра была, но, к сожалению, она не выжила при депортации. Хурбичи ее звали. Вот, Риза Харбам был учителем немецкого языка, тоже династия. Медат Харбам инженер-энергетик. И в Узбекистане до сих пор хранятся его записи на 4-м ГЭСе. В июле хранятся записи его, те записи, которые он вел. Получается, наш общий Харба Сеид Яя? Да. Сеид Яя Харба. Да. И Аджи Фатиме. Да, наверное, да. Да. То есть это наши общие, да. А еще Картанам, она передала всем внучкам своим пояса старинные и монетки. Что, да. Это они смогли увезти с собой? Да. И сохранить даже во время Голода. голода, да. 3 внучки у нее было, вот всем 3 она передала. Хушах и Пахушах. Они сейчас у вас, да? Да. Круто. Очень рад, что есть такая молодежь, которая может сама организоваться, сама собраться, приехать. Вот старый татарский дом, пожалуйста, вот возле дороги. Который может собраться, приехать, организоваться. Им никто не говорит: балар, джимат, поедете, сделайте. Нет, они сами приехали. Вот как это приятно, как это правильно, что одни чистят, другие не знают. Дают ему последнюю, да, наверное, уважение, которое можно это дать, да, последние почести. И на самом деле очень такие положительные чувства, такая легкость. Чувствуется, что все равно есть молодежь, есть люди, которые что-то продолжают, что-то начинают. Все это не стоит, как говорится, не зарастает травой. Поэтому все мы еще обязательно приедем в Воркусту, обязательно. Мы еще дадим внимание этим башташам, мы их почитаем, мы их переведем. И на этом канале мы будем больше рассказывать про это село и про другие села. Поэтому вот так вот. Если у вас, если вы хотите, чтобы мы рассказали про ваше село, связывайтесь, пишите нам, мы на связи. И давайте будем в этом деле вместе. Красиво.